Всем привет! Я Даша, основательница Rocketdata. Сейчас я немножко расскажу о себе. Это моя красивая фотография, где у меня еще белые волосы. Что можно сказать про меня? Я 10 лет работала на Тутбае, то есть закончила все там... Я из Гомеля, закончила лицей, потом университет, и пошла по распределению работать на Тутбае, проработала там целых 10 лет. Я начинала там от специалиста по продажам, потом руководила отделом продаж, потом открывала филиалы Тутбая в разных городах нашей страны, потом руководила продуктом своим. И в какой-то момент стало понятно, что вот все, что мы делали как бы в Беларуси, все, мы достигли, примерно потолка своего развития. То есть все хорошо, все работает. И дальше уже, ты можешь там еще что-то чуть-чуть, по чуть-чуть улучшать. Но так случилось, что в этот момент я поехала в стартап-тур в Израиль. И в Израиле, и мы там смотрели, как организована IT-стартап-система Израиля, как там все это работает. Я сегодня буду много говорить про Израиль. Но после того, как я туда съездила, я поняла, что мы тут немножко все как бы делаем не так. То есть в Беларуси мы тут, когда работаем на внутренний рынок, мы просто расшибаемся в кровь ради там какой-то очень, по мировым масштабам, небольшого количества клиентов, небольшого количества какой-то выручки, прибыли. И все это очень так, с одной стороны, находясь в Минске, кажется очень большим, но находясь в Израиле, когда ты смотришь на весь мир, это кажется очень маленьким. И я расскажу подробнее про отличия потом Беларуси и Израиля. И в 2017 году мы решили, что мы как бы все, что могли сделать в Беларуси, мы ее сделали. И дальше нам уже хочется делать какой-то глобальный проект на международный рынок. И мы основали свою компанию, которая называется Rocketdata. Это такой, в общем, наверное, продукт, которым вы никогда не воспользуетесь. Это продукт для маркетологов, который им позволяет добавлять информацию о своей компании на карты, собирать отзывы о компании, отвечать на отзывы. В общем, помогает общаться и больше быть на связи со своими клиентами. И вот с 2017 года я сооснователь и руководитель этого продукта. Сейчас у нас компания уже работает 100 человек. Мы уже несколько раз поднимали инвестиции от белорусских и международных инвесторов. У нас есть клиенты где-то, наверное, сейчас в 30 странах мира. Мы каждый год удваиваем, утраиваем количество своих клиентов. Нам кажется, что это очень успешная история, как из ничего сделать что-то. Еще тут у меня есть такая ачивочка, что у меня есть Executive MBA польский, тоже был на самом деле большой сложный проект, поэтому я не просто такой оголтелый стартапер, но еще немножко образованный. Сейчас я вообще расскажу, почему мне кажется, тоже, мне кажется, достаточно странная тема, то есть стартапер рассказывает учителям, как делать бизнес. Понятно, что никто из вас, наверное, не будет делать свой стартап, но почему мне кажется важно в Беларуси понимание ценности, вообще зачем нужны стартапы и чем это очень круто. Давайте сравним две страны, Беларусь и Израиль. У Беларуси 9 миллионов человек населения, там примерно, и у Израиля примерно 9 миллионов человек. У Израиля еще где-то в 10 раз меньше территория, вообще почти как в Беларуси. В Беларуси еще есть хотя бы калийная соль и еще там немножко нефти где-то. А в Израиле вообще ничего нету, там 80% занимает пустыня, то есть все очень, у них еще более жестко, чем в Беларуси, скажем так. И при этом ВВП на душу населения в Беларуси $7 тысяч в год, а в Израиле $42 тысячи в год. И мне кажется, что Беларусь и Израиль, они находятся в очень схожих условиях, то есть ничего нету, и есть только 9 миллионов людей, которые что они сделают, так настолько и будет развиваться страна, таким образом и будет она там успешной или неуспешной. И Израиль очень большой упор делает именно на IT-сферу, и, казалось бы, последнее время и Беларусь делает упор на IT-сферу, и мы всегда... Беларусь, если сравнивать это с Россией, с Украиной, все знают Беларусь как IT-страну, но на самом деле сравнение IT-сфер Беларуси и Израиля выглядит так. То есть это $1,4 миллиарда, это выручка
парка высоких технологий за 2020 год. Это 20 миллиардов долларов. Это, там нет никакого парка высоких технологий, но это как бы средние доходы, которые получил Израиль как страна от IT-сферы в 2020 году. Выглядит очень по-разному, да? Но в чем как бы разница? Ну, это такой очень сложный слайд, но вы не вглядываетесь особенно в цифры. В чем разница? То, что в Беларуси в основном так исторически сложилось, что просто большинство проектов, которые есть в Беларуси, там самые большие компании EPAM и Transition, они просто перепродают белорусских инженеров на Запад. То есть, условно, они им платят там зарплату X, а продают там за X плюс там 50%, с этого как бы и живут. И это такая очень ограниченная модель, потому что людей какое-то ограниченное количество в Беларуси, квалифицированных инженеров, все равно все 9 миллионов не сделаешь как бы квалифицированными инженерами, и вот на 1,4 миллиарда долларов как бы что-то из этого может получиться. В Израиле вообще почти нет аутсорсинговой модели. В Израиле все делают свои продукты, свои стартапы. То есть они придумывают какую-то бизнес-модель, какую-то идею нового какого-то проекта, собирают команду этого проекта, привлекают какие-то инвестиции от инвесторов и делают какой-то продукт правом собственности, на который они как бы сами обладают, продают его во всем мире. И вот в результате тут можно посмотреть, что, допустим, тут есть топ-5 M&A, топ-5 IPO в 2020 году. Это значит, что компания выросла и вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. И вот большая часть денег от того, что они там вышли на Нью-Йоркскую фондовую биржу, это как бы доход этого государства. Вот там есть компании в 2020 году, которые выходили там по оценке там 4 миллиарда долларов, 2 миллиарда долларов. Потом там топ-5 M&A – это кто-то другой купил компаниям, там тоже 1,5 миллиарда долларов, 1 миллиард долларов, там 118 компаний было продано, то есть тоже очень-очень большие доходы. И мы вот сейчас читаем в новостях, что там Лукашенко ведет переговоры с Путиным о продаже там национального достояния МАЗа, там и БМЗ, и все эти цифры там, там 500 миллионов долларов, миллиард, 1,5 миллиарда. И это считаются какие-то столпы белорусской экономики, то есть самое ценное, что у нас есть, невероятный просто актив, от продажи которого случится какая-то катастрофа. И это тысячи работников, огромные там территории, отданные под цеха, огромные там инвестиции государства в это. И при этом важно понимать, что вот такие же там миллиард долларов, 1,5 миллиарда долларов, для этого в современном мире, делая какой-то свой IT-стартап, не нужно там отдавать огромные площади, нанимать там десятки тысяч работников. В принципе, это могут сделать там 200, 300, там 400 человек, которые знают, как делать стартапы, знают, как привлекать инвестиции и знают, как потом как бы успешно этот бизнес как-то запаковать. И тоже не нужно там с 70-х годов выращивать этот бизнес. В принципе, это реально сделать за 5-10 лет. Вот белорусский, наверное, самая большая такая белорусская сейчас компания, у которой главная компания осталась в Беларуси после августа, это Фло. Вот у них работает где-то 200-300 человек. Я думаю, что в следующем году они уже будут стоить миллиард. Вот. Поэтому, мне кажется, и опыт Израиля показывает, что вот для такой страны, как наша, в которой нет там никаких нефтяных скважин, газа, там каких-то портов невероятных, создание стартапов – это самая оптимальная, форма, я не знаю, существования. То есть самая оптимальная форма, куда можно инвестировать свои умственные какие-то способности, свою жизнь. Самый простой вариант каким-то образом реализоваться. Потому что, по сути, тебе не нужно ничего там ни от государства, ни каких-то невероятных связей, ничего-то еще. Там, условно, любой ваш там ученик там, через какой-то промежуток времени, после того, он там закончит университет, немножко поработает, наберется опыта, поймет, как все это работает, он и еще 2 его друга, зная, как делать стартапы, вполне могут вырастить компанию, которая будет стоить по стоимости как МАЗ. Вот, поэтому мне очень нравится модель, в которой тебе не нужно ни у кого ничего просить, ты можешь сам все сделать, есть все ресурсы, и получить какую-то действительно очень большую значимую историю, вот, которые будут там, не знаю, ты будешь гордиться, твои там друзья, семья будут гордиться, люди, которые тебя знают, будут гордиться. Вот, мне кажется, это история Израиля, и у Беларуси есть как бы единственный возможный путь к такому же, чтобы у нас было ВВП на душу населения не 7 тысяч долларов в год, а 42 тысячи долларов в год, и вот нужно будет пройти этот путь. Вот, и
Мы сейчас с моей компанией проходим этот путь, и я хотела бы поговорить о том вообще, что такое стартап. Понятно, что слово стартап, оно часто употребляется, и часто, наверное, стартапом могут назвать любое начинание, даже открытие вообще какого-то любого маленького бизнеса, но я буду говорить в стартапе в контексте IT-стартапа, когда это именно какой-то IT-продукт. Я понимаю под стартапом IT-компанию, которая производит свой собственный продукт, принадлежащий ей, и у этого стартапа он ориентирован на, именно на коммерческое использование, то есть это не какая-то такая платформа, не знаю, там благотворительная, некоммерческая и так далее, то есть его задача получить клиентов по всему миру, и он производит именно какой-то свой собственный IT-продукт. Вот, да. Что необходимо для стартапа? Вот как вам кажется, может, у кого-то есть идеи, что нужно для того, чтобы открыть стартап свой? Самая первая идея должна быть. Что ты хочешь показать? Угу. Какие-то еще идеи, может быть, у кого-то мысли есть? Что? Угу. Что-то еще, может быть? Ну да, вы правильно все сказали. В принципе, вот очень интересно, что вы назвали идею и команду как первые две составляющих. Сразу вот поделюсь таким каким-то своим взглядом. Мы потом дополним этот список, но хочу поговорить про идею и команду. Вот на самом деле все успешные стартапы, на мой взгляд, делятся вообще на две группы. Вот те, у кого на первой стороне команда, и те, у кого впереди идея. И инвесторы, и все тоже вот говорят по-разному. Есть те, которые говорят, нужна супергениальная идея, ты можешь придумать как бы что-то невероятное, и мы видим много таких историй, когда там история какого-нибудь там Инстаграма, или, я не знаю, вот история Фейсбука, условно говоря, когда есть какая-то гениальная идея, какие-то не очень как бы опытные там ребята, они очень этой идеей горят, делают, и идея, она двигает вперед, как бы она настолько гениальна, что уже все остальное под нее подтягивается. Всякие такие очень масштабные вирусные истории, они, как правило, про это, что идея – это самое главное, и можно пойти по такому пути, что перебирать разные идеи, смотреть их, типа что-то не получается, пробовать следующую идею. Это одна стратегия. И есть вторая стратегия, у которой на первых позициях стоит команда. Вот это скорее наш вариант, то есть у нас вот в моей компании нет вообще никакой гениальной идеи, но если есть классная команда, которая... Что значит классная команда? Что, во-первых, есть несколько членов команды, которые могут, на первом этапе, которые могут, вот один разбирается, допустим, один там разработчик, например, второй хорошо разбирается там вот в том, как организовать бизнес, как организовать продажи там и так далее. Третий, допустим, там маркетолог, то есть они могут, в принципе, они являются такой самодостаточной структурой, то есть даже они там втроем, вчетвером, без каких-то работников могут все запустить. И дальше, когда они будут развиваться, они будут самое большое внимание отдавать тому, чтобы нанимать именно классных специалистов. И вот мой личный путь и опыт про то, что, может быть, не всегда самая гениальная в мире идея, но если есть команда, которая там умная, образованная, обладает каким-то хорошим опытом и, главное, обладает большим как бы терпением и упорством, то тогда очень средние идеи, но за счет того, что вы классно работаете, тоже может получиться очень классный проект, очень как бы классный стартап, и не обязательно придумывать что-то уникальное в мире, чего никогда еще не было. Даже, на мой взгляд, часто, когда ты придумываешь что-то уникальное в мире, чего никогда еще не было, это немножко как бы страшно, потому что вообще непонятно, как с этим жить, непонятно, почему вообще таких компаний нету на рынке, может, они уже на самом деле запускались и все провалились давно, вот, поэтому тут тоже есть вопросы. Как бы я и моя команда не настолько гениальна, чтобы придумать что-то невероятное. У нас как бы на первом месте находится команда. Вот, то есть на первоначальном этапе это всегда как бы команда и труд. Дальше это привлечение инвестиций обязательно какое-то должно быть, потому что
Ну, я бы сказала, можно, но тяжело без денег сделать какой-то продукт. То есть можно без денег сделать какую-то минимальную версию, но дальше для того, чтобы соперничать с компаниями мирового уровня, ты должен пойти на как бы финансовый рынок, условно говоря, рассказать свои идеи и привлечь каких-то инвесторов для того, чтобы ты просто мог это делать там быстрее, не за 20 лет сделать свой продукт, а за год, например. Вот. И сейчас я расскажу, вот у меня есть такая чудесная фотография, это мы вчетвером с моими сооснователями, о том, как мы делали продукт, и мне кажется, какой путь мог бы пройти каждый выпускник. Ну, я не знаю, как насчет там школы, но, наверное, университета для того, чтобы сделать свою компанию и сделать именно стартап. Это фотография меня и наших 4 основателей в день, когда мы основали нашу компанию. Значит, как у нас это все начиналось? Вообще, мне кажется, есть много идей, когда очень-очень молодые ребята, там в Штатах часто рассказывают, они после колледжа открывают какие-то проекты, но вообще средние, и есть такое предубеждение, что стартаперы — это такие очень-очень молодые ребята, прям чуть ли не школьники, но это зачастую не так, то есть если посмотреть в Штатах на средний возраст основателей стартапа, ну, который потом станет успешным, то это скорее люди, которые ближе там к 30, к 40 годам, у которых уже есть какой-то, ну, жизненный опыт, какой-то багаж знаний, багаж опыта работы в найме. Я приверженец того, что очень классно все первые ошибки совершать не на своем собственном опыте, а пойти сначала все-таки поработать в какую-то компанию для того, чтобы понять, как это функционирует, потому что все-таки, к сожалению, школьное и университетское образование дает очень как бы теоретические знания о том, как устроен мир. И когда я заканчивала университет, я заканчивала нархоз, я выходила и вообще не... Ну, как бы... Я даже и по меркам рынка я была не очень ценным специалистом, потому что, несмотря на то, что я была такая вся там отличница, распрекрасница, стипендиантка президентской стипендии, когда я даже пошла просто устраиваться как бы финансистом в обычную белорусскую компанию, мне буквально там за 20 минут показали, что я ничего не знаю, ничего не стою, и вообще лучше бы я свое время, потраченное на то, чтобы сдавать на отлично все свои экзамены, потратила на что-нибудь полезное и прикладное. То есть я думаю, что выпускаясь из нашего университета, сейчас человек обладает очень, даже из экономического университета, очень посредственными знаниями о том, как устроен бизнес, и мне повезло оказаться в такой компании, как Тутбай, в которой, ну, и в Минске есть большое, ну, и в Минске, наверное, в Беларуси есть большое количество компаний частных, которые полностью, ну, не знаю, такие построены по европейскому примеру, в которых очень много свободы. То есть ты туда, приходя рядовым... Вот если ты пойдешь рядовым специалистом работать в банк, ты можешь получить, ну, не в обиду как бы всем там банковским сотрудникам, просто это очень там иерархическая структура, ты придешь и будешь делать там 1-2 операции. Вот. А если ты пойдешь в какую-то компанию, ну вот лучше пойти в какую-то IT-компанию, я советую. Если ты пойдешь в какую-то IT-компанию, там, как правило, очень демократичная атмосфера, ты не ограничен только вот своей узкой функцией, которую ты делаешь, ты можешь там общаться с одними отделами, со вторыми, если у тебя какие-то возникнут идеи, их там предлагать, реализовывать. И так проходил мой путь работы в Тутбай. То есть я туда пошла тоже от невозможности, на самом деле, найти работу. Я после 5 курса, я сама из Гомеля, я выпустилась из университета, тогда это был 2009 год, был тогда очередной какой-то у нас финансовый кризис, все компании решили тогда не расширять штат, я ходила полгода на практику на МАЗе, чтобы меня туда взяли экономистом, мне сказали, мы тебя не возьмем, и мне там месяц до распределения. Вот. И мне казалось, что продажи, это когда было такое ощущение, что продажи это что-то про сетевой маркетинг, Oriflame, продажи там сковородок и так далее, и казалось, фу-фу-фу, как же я такой как бы великий финансист пойду работать в продаже, но мне очень понравилась компания Тутбай, и я вот миллион раз в своей жизни не пожалела, что пошла на Тутбай. Я работала сначала продавцом, потом мне показалось, что у меня есть уже возможность, улучшить то есть я видела какие-то несовершенства, которые были в нашем отделе продаж, но мне казалось неправильным идти там как-то осуждать там своего руководителя или как-то переходить ему дорогу, поэтому я там предложила сделать свой отдел продаж. И вот в таких, мне кажется, компаниях, как Тутбай или в любой IT-компании, руководители легко идут на то, чтобы дать право человеку попробовать сделать что-то свое. Там, если у него не получится, всегда можно вернуться обратно. То есть тоже я сначала полдня работала
продолжала работать в отделе продаж, а полдня там занималась своим собственным отделом продаж. То есть если бы у меня не получилось, я бы смогла снова вернуться на свою позицию, ничего бы страшного не случилось. Вот. Но у меня как бы все получилось, мы там запустили там отделы продаж, потом запустили свой продукт, но в какой-то момент оказалось, что там у Тутбай нету продукта, чтобы для малого бизнеса он подходил, мы придумали какой-то, может быть, продукт, тоже пришли к руководству, сказали, вот, у нас есть там такая идея, давайте сделаем такой продукт, и нам всегда как бы разрешали это делать. То есть, по сути, какие были плюсы для меня, как для сотрудника? Я, как бы наемный сотрудник, у меня есть зарплата, я не рискую какими-то своими деньгами, которых у меня, конечно же, еще как у молодого специалиста еще не было, то есть рисковать мне, в принципе, тоже особенно не было чем. Мне помогают и советуют более опытные коллеги, там, учредители и так далее, и я могу вот весь этот путь обучения, каких-то проб и ошибок пройти на каком-то чужом опыте. Это очень классно, и мне кажется, что вот прям такие стартаперы, которые только я закончила университет, и я сразу делаю там свою компанию, классно, если у них получается, но немножко это может получиться, может нет. Мне кажется, более гарантированный результат успеха, если ты пойдешь поработаешь в хорошую компанию, и вот тут важно пойти в очень хорошую компанию, в которой будет там демократия, обучение, поддержка, в которой, как бы, тут еще важно тоже, какой человек получает опыт, то есть на каждую идею ему говорят там, типа, нет, там, делай, как тебе сказали, и все, или ему говорят, ну вот попробую, не получится, ну окей, если не получится. И вот эта вот поддержка любых идей, возможность поэкспериментировать, это очень классно. И вот я так проработала на Тутбае почти 10 лет, и вот мы сейчас подойдем к этой поездке в Израиль. Мы тогда поехали в Израиль, посмотрели, это тоже, кстати, нам Тутбай как бы организовал, все помог поехать в Израиль посмотреть, как там. И мы поняли, что, боже, мы тут вообще бьемся просто лбом об стену для того, чтобы что-то сделать на белорусский рынок. Ведь какая еще проблема с IT-продуктами? То есть ты вот разрабатываешь какой-то продукт в Беларуси, но ты, по сути, конкурируешь там с Гуглом, с какими-то большими компаниями, и у тебя... Google может получать доходы со всего мира, у него нет каких-то ограничений, а у тебя в Беларуси ты можешь только с белорусским рынком работать. И ты вроде и знаешь, и хочешь, как сделать что-то лучше, но ты понимаешь, что там, делая какую-то новую часть продукта, она тебе в Беларуси не окупится как бы никогда, потому что у тебя просто нету столько клиентов, нету столько денег, чтобы это окупалось. И ты начинаешь идти на какие-то компромиссы, сам недоволен, что у тебя нету ресурсов что-то хорошо сделать. Вот, и у меня уже тогда в моем отделе работало где-то 70 человек, то есть мы были такой большой компанией внутри Тутбая. И мы когда поехали в Израиль, посмотрели, как ребята, допустим, там 2 человека, у них есть идея и какой-то небольшой продукт, и они поднимают инвестиции в $2 миллиона для того, чтобы развивать там свой продукт. Для нас это вообще было космос. Мы вот представляли, что вот что мы со своим белорусским продуктом, кто нам вообще даст, да даже не $2 миллиона, даже, не знаю, $100 тысяч для того, чтобы развивать этот продукт. И там это было сплошь и рядом. Мы там были на одном мероприятии, на котором стартапы выступали перед инвесторами, чтобы найти себе инвестора, чтобы получить деньги. И там были и какие-то дедушки, которым по 65 лет, которые очень там бодро все это рассказывали. Люди там всех возрастов. И мы подумали, и вот почему им инвесторы готовы были давать такие большие деньги? Потому что они свои продукты ориентировали на весь мир. То есть не было какого-то ограничения, и, возможно, если это хороший продукт, он мог как бы найти своих клиентов во всем мире, и поэтому он был более инвестиционно привлекателен. И мы подумали, что все, нам нужен продукт, который мы сможем, чтобы мы могли свои идеи реализовывать сразу на весь мир, чтобы... Ну, как бы в любом случае, если ты, не знаю, вот если ты увлеченный человек, ты работаешь где-то 10-14 часов в сутки. Мы подумали, ну вот какая разница, будет ли 10-14 часов в сутки убиваться, чтобы сделать продукт, который будут знать только в Беларуси, у которого будет там, не знаю, 300 клиентов. Или я все равно буду тратить это. На самом деле нет вообще никакой разницы, делать ли продукт только на белорусский рынок или на глобальный. Потому что ты все равно тратишь 10-14 часов в сутки, ты все равно нервничаешь, не спишь. Это вообще на самом деле одно и то же. Просто ты задаешь себе сразу намного более высокую планку, чего ты хочешь достигнуть. Вот. И мы решили, что, ну, как бы у нас там были определенные идеи, которые мы не могли реализовать в рамках белорусского продукта, и мы решили, что мы будем делать продукт на глобальный рынок. Ну, что мы решили? Мы были наемными сотрудниками Тутбая, как бы мы решили. Значит, что мы сделали? Мы сделали такую презентацию, посмотрели, как
как нужно презентовать свой продукт каким-то инвесторам. И решили, что мы уже 10 лет работаем в Тутбае, и что мы можем предложить Тутбаю рассмотреть, как бы проинвестировать в наш продукт, и чтобы мы тоже... Но я всегда выбираю такой путь, может быть, наименьшего сопротивления, наверное, не самый рисковый, чтобы мы тоже продолжали заниматься и своим старым проектом, и на полдня тоже начали заниматься новым проектом. Мы пришли к учредителям с презентацией. Мы еще до этого там провели некоторые эксперименты в интернете, чтобы хотя бы какими-то цифрами подтвердить, что это все может работать. Пришли к учредителям Тутбая, рассказали, и они согласились. Вот, и у нас было 4 человек, мы все стали 4 учредителями, для того, чтобы не спорить, просто поделили компанию на 4 части, вот, и начали работать. Вот, у нас была какая-то, сейчас я понимаю, что была относительно как бы небольшая сумма денег, и возможность там сидеть в офисе, пользоваться теми условиями, которые уже были созданы у Тутбая до этого. И мы где-то полгода или 9 месяцев делали свой продукт. И у нас еще не было ни одного пользователя, то есть мы не знали, вообще будет это успешно или будет это неуспешно. Конечно же, мы, как всегда, все эти истории... Мне кажется, вот очень образ стартапов, он всегда очень романтизируется. То есть, когда мы смотрим по телевизору какой-нибудь фильм про стартаперов, они там такие просто, у них такие гениальные идеи, они там постоянно пьют шампанское, ездят на дорогих машинах, и это вообще такая история успешного успеха. Но вообще, конечно, в реальности это совершенно не так, и мне кажется, что важно очень, чтобы все понимали, что в фильмы попадают только, наверное, вот эти вот истории, а на самом деле ты там не спишь, не ешь, очень нервничаешь, как всегда, все выходят из сроков, всем не хватает бюджетов. Я, в принципе, не знаю, наверное, ни одной истории от моих коллег, которые делали стартапы, у которых бы все прошло как по маслу. То есть все было очень плохо, потом было еще хуже, потом было вообще невозможно. Но потом в какой-то момент мы все-таки запустили наш проект, а потом оказалось, что мы там ошиблись. Те клиенты, на которых мы ориентировались, они... не получается там с ними работать так, как мы хотели, все не так. Мы за 2 месяца опять переделали весь продукт с нуля, и вроде потом как бы что-то получилось. И вот за 3 года мы уже дважды привлекали инвестиции, то есть ходили, скажем так, предлагали стать учредителями своей компании и белорусским инвесторам, и зарубежным инвесторам. 2 раза как бы успешно мы эти инвестиции получали, и сейчас у нас работает уже 100 человек, я говорила, у нас клиенты где-то в 30 странах мира. Мы, конечно, еще не доросли до оценки, чтобы быть сопоставимыми с МАЗом или с БМЗ, но, в принципе, где-то через 5 лет, скорее всего, так получится, что наша компания будет стоить как какой-нибудь большой белорусский завод, если до этого, конечно, не закроют ПВТ, не заберут все льготы, не выгонят нас из страны. Но да. Вот такая вот история, наверное, она показывает то, что все возможно. То есть я не могу сказать, что мы какие-то самые гениальные, невероятные люди. То есть определенно, наверное, мы талантливые, наверное, у нас есть какой-то жизненный опыт, мы прошли какой-то путь в найме до этого. Наверное, критерием успеха можно сказать, что вот есть среда, которая тебе говорит, что у тебя там, я не знаю, мне кажется, такая белорусская тема, про невысовывайся. У меня мама всегда очень говорит: Даша, да вы что, там нужно быть более скромными, там еще что-нибудь, не нужно так всем рисковать. Мы там какое-то время просто вообще работали без зарплат, и у меня второй учредитель, это мой родной брат еще. Поэтому наша мама была вообще в шоке от того, что мы на каком-то этапе бросили работу, получали там какую-то вообще супер символическую заработную плату. Она говорила: боже, почему у вас была хорошая работа на Тутбае, у вас была стабильная заработная плата, зачем вы все это бросили? Но тут важна разумная доля какого-то риска, какого-то оптимизма, упорства, потому что, конечно, очень много преград, то есть все это нельзя сказать, что такое сладкий сахар, успешный успех, нужно много работать. Еще нужно никому не верить, когда тебе говорят, что что-нибудь невозможно. У нас таких было просто миллион ситуаций, когда мы говорили: это невозможно, вы так никогда не сделаете. Вот первая у нас такая была ситуация, мы раньше же парк высоких технологий, туда брали только
такие очень крупные IT-компании, типа там EPAM и Transition. Если ты маленькая, никому неизвестная компания, у которой 4 человека, нету никакой выручки, вообще вы никто, то вас как бы никто никогда... Ну, было такое предубеждение, что вас никто никогда не возьмет. Но мы такие решили, ну, мы пойдем спросим, но если не возьмут, то как бы не возьмут, окей. Мы пошли, как бы спросили, нам говорят, да, как бы, пожалуйста, приходите. Вот, то есть мы там были одним из первых, наверное, первым стартапом, который взяли в парк высоких технологий. Просто я так понимаю, что до этого никто как бы не ходил и не спрашивал. Ну, как бы за спрос не бьют, но что сказать. Или тоже, как мы привлекали инвестиции. Нам говорили, $500 000 инвестиций. Вы их как бы там не привлечете. Вы же еще там такие маленькие, тра-та-та, вот максимум 100-200 тысяч. Ну окей, мы пойдем, как бы походим, поспрашиваем, поговорим со всеми. И вот получилось, что, ну, как бы и привлекли. И есть очень много таких предубеждений негативных, мне кажется, которые тебе часто будут говорить, что там что-то не получится, никогда такого не было, и ты такое не сделаешь. Но это как бы все полная ерунда. И вот еще, так как аудитория, наверное... Ну, как бы, насколько я понимаю, это люди в сфере образования. Я вот хочу привести такое еще последнее такое сравнение Беларуси с Израилем. В чем мне кажется, вот что... Я дико извиняюсь, я понимаю, что учить учителей, как учить студентов, учеников, то может не самое хорошее занятие, но мне кажется, вот в чем есть принципиальная разница между образованием в Беларуси и в Израиле. Нужно больше ученикам и студентам разрешать пробовать то, что они хотят попробовать, получать собственный опыт. Да. В Беларуси тебя все... Я как бы сама прошла с нуля всю белорусскую систему образования. Конечно, тебя учат просто быть очень воспитанным ребенком, все делать в срок, быть таким отличником, как бы аккуратно писать. Я бы сказала, что во всем моем как бы школьном университетском образовании от меня никогда никто не требовал какого-то творчества, какого-то вот самого подумать головой. Единственное, отдушиной вот для меня было всегда у нас были олимпиады по экономике. И мы там, конечно, это была совершенно другая среда, мы там же детьми делали какие-то бизнес-планы, там что-то выступали, какие-то у нас были конкурсы. Это было как бы супер, потому что это супер вырывалось из вот такой обычной рутины. И мне кажется, что задача школьной системы образования может быть не вырастить суперприличных, воспитанных детей. Потому что вот если приехать в Израиль, там будет автобус с белорусскими детьми, туристами, и с израильскими. И белорусские дети будут все таки чисто выглажены, одеты, вот так вот будут сидеть, там ни слова не сказать. А израильские дети будут выглядеть просто, я не знаю, вот для белорусского родителя у него, наверное, должен просто вообще волосы дыбом должны встать. Потому что они орут, галдят, там никого не слушают, везде лезут. И вот белорусскому глазу это выглядит, о боже, какие невоспитанные дети. Но они, на самом деле, невоспитанные. Им просто дано больше свободы, а у них меньше вот этого барьера, что нельзя, там, ты не должен пробовать, не должен делать. Им сразу разрешают как бы пробовать все. Хочешь как бы лизать воду из лужи? Ну, как бы полежи, пойми, что эта вода в луже как бы невкусная, но зато ты получишь свой жизненный опыт, и, возможно, у тебя как бы закрепится, что в будущем ты тоже можешь что-то попробовать, не бояться, потому что я думаю, что на самом деле люди в Израиле, люди в Беларуси, в Израиле не какие-то более талантливые люди или не более умные, они просто чуть более смелые, да, и они получают больше поддержки, их больше хвалят, больше говорят, там, молодец, вот тебе какие-то ресурсы, иди попробуй. У нас, конечно, больше ругают и говорят, не высовывайся. Мне кажется, что вот если бы хотя бы чуточку эта парадигма изменилась, детям выдавали больше свободы, больше каких-то творческих заданий, а не исполнительских, мне кажется, мы могли бы прийти к тому, что нам не нужны были бы эти МАЗы, БМЗ, как самое главное, что у нас есть, а любые 5 человек за 3 года могли бы сделать свой как бы МАЗ или БМЗ. Вот, у меня, наверное, все. Я готова ответить на какие-то вопросы, если они есть. Дзякуй, Дар'я, за даклад. А калі вы абіраеце новых супрацоўнікаў у сваю кампанію, вы больш глядзіце на нейкія веды, тэхнічныя навыкі, на бэкграунд ці на нейкія каштоўнасці, на мяккія навыкі? Як гэта адбываецца у вас? Ну, это очень сильно зависит от какой-то конкретной вакансии. Просто у нас, допустим, есть разработчики, и в их случае мы скорее смотрим на какие-то конкретные знания, умения, на их какую-то компетентность.
Ну и, конечно, мы смотрим на какие-то личностные качества, но я бы сказала, что в найме вот технических специалистов мы смотрим больше на знания. А в найме людей, которые работают там в продажах, в маркетинге, вот в какой-то административной какие-то функции, мы больше смотрим на какие-то личностные качества. Я очень люблю брать людей как бы с таким набором скиллов, я бы сказала, на вырост. Даже иногда намного лучше бывает, если приходит какой-то молодой специалист, у которого еще нету 20 лет опыта работы, потому что он еще такой непуганный, он еще может научиться как бы всему угодно, его не нужно ничему переучивать. Но я бы сказала, какие для меня при найме вообще главные ценности, когда я смотрю человека. Во-первых, чтобы человек, чтобы он умел мечтать, и чтобы у него был какой-то вообще план, зачем ему нужна эта работа. То есть просто приходить к нам на работу для того, чтобы просто зарабатывать деньги, это как бы скучно. Если я вижу, что человеку... Моя задача на собеседовании понять, в чем талант человека, что ему нравится делать, и какую работу я ему должна предложить, чтобы он свои таланты мог раскрыть наилучшим образом на этом месте работы. Потому что понятно, что в первую очередь работа ассоциируется с заработком. Если человек ради заработка хочет делать не то, что ему не совсем нравится, не то, что у него как бы лучше всего получается, он будет несчастен, мы будем несчастны, и в этом не будет никакого развития. То есть я скорее смотрю на то, чтобы у человека были какие-то мечты, амбиции, связанные с этим, чтобы какие-то его увлечения были связаны с той вакансией, на которую мы набираем, чтобы он мог реализовывать то, что ему нравится. Потому что когда человек делает какую-то любимую работу, его не нужно ни заставлять, не как-то особенно контролировать. Ты ему просто дай возможности, дай, скажи, что я тебе даю возможности, я тебе даю возможность учиться, если тебе нужно будет, если нужна будет поддержка, ты ко мне приди, но ты как бы свободен делать то, что как бы ты хочешь для достижения какой-то цели. И тогда все наилучшим образом получается. То есть у меня, несмотря на то, что в компании уже то есть 100 человек, с одной стороны, это не очень много, но большинство людей, которые у меня работают, я как бы узнаю раз в неделю на собрании, что они там делали как бы целую неделю. Главное, все понимают, к чему мы идем, и какой уже они выберут путь для этого достижения. Тут тоже важно очень полагаться на людей. Бывают такие бизнесы, которые дорастают, допустим, до 30 человек в штате, они не могут дальше расти, потому что все, уже у руководителя начинается какое-то сумасшествие, потому что он должен каждого контролировать, каждому планировать, и все, ты не можешь контролировать 30 человек. То есть в какой-то момент главное просто находить людей, которые будут любить это дело, даже не обязательно, чтобы у них было 20 лет опыта работы, какое-то гарвардское образование в этой сфере, совершенно не обязательно. Главное, чтобы они были талантливы. Еще очень важно, чтобы человек умел как бы учиться, что ты ему, если разобрал с ним какую-то ситуацию, дал ему обратно, то есть он ошибки повторять не должен, он должен уже делать какие-то, уметь выводы, идти дальше. И он должен стремиться к тому, чтобы быть лучшим в том, что он делает. Я бы так описала, как мы нанимаем людей. Дякую. А ці маглі б ви апісаць ваш асабісты шлях ад такой выдатніцы да чалавека, які, як вы кажаце, больш смелых? Што на гэта паўплывала? Больш людзі, больш тутбай, больш нейкія, не ведаю, выпадкі? Слушайте, так сложно сказать, это прям вопрос, я бы с психологом бы его обсудила. Да, я всегда была такой отличницей, я даже никогда не работала до окончания университета, потому что все мое время было занято тем, чтобы получить свою очередную 9 или 10. Это, конечно, странно, потому что многие мои однокурсники уже работали в это время. И я сейчас думаю, что, может быть, более правильно было бы... это тоже, кстати, очень плохо. Я оценивая свой путь в образовании, понимаю, что было бы более хорошо, если бы я после 2 курса бросила университет или пошла на заочное и уже начала что-нибудь реально делать. Потому что мне что университет дал? Да, было очень интересно. Я познакомилась с многими очень интересными людьми. Было... Я еще сама из Гомеля, то есть я в 16 лет там уехала от родителей, стала жить с более самостоятельной жизнью. Но такое доскональное именно вызубривание этой программы, и, я могу сказать, что у нас в университете была не очень релевантная программа, то есть мы там какие-то считали койко-места в больницах, там какие-то вообще очень странные, я сейчас понимаю, с абсолютно странными бесполезными вещами мы занимались, было бы,
при этом я знаю многих людей, которые отучились там в американских вузах и в европейских вузах, и они вот все 5 лет получали какие-то полезные навыки. У нас, конечно, вот это погружение в среду, там, первый год-два, это было очень интересно и прекрасно, а потом в большей степени было бесполезно. Я бы сказала, что очень сильно повлиял Тутбай, потому что никто тебя не контролировал, у тебя был широкий простор деятельности. Тут важно просто, мне кажется, создавать какую-то среду для человека, чтобы он мог свои какие-то желания исполнять. И вы видите тоже по моему жизненному пути, вот как я рассказываю, что я такой отличницей на самом деле осталась. То есть не то, что у меня случилось какой-то прям разворот как бы сознания. То есть каждый раз, когда я начинаю что-то новое, я 10 тысяч раз как бы перестраховываюсь, я там работаю еще каком-то на одном проекте, на полдня начинаю делать что-то другое. И у меня такой очень путь как бы осторожный. То есть я такой человек не рисковый. Есть стартапы, которые прям все, я бросаю все, иду там все как бы ставки в банк. Из меня это как бы отличница никуда не ушла. То есть мой путь все равно очень аккуратен, последователен, такой очень, я бы сказала, что у нас такой еще очень образцово-показательный стартап, то есть у нас такие прям прекрасные отношения там со всеми инвесторами, с парком высоких технологий. То есть я отличница, осталась в своем как бы стартаперском мире, но просто уровень амбиций другой. Ну что вот ты, отличница, тебе... хочется делать какие-то большие вещи. В найме их делать как бы сложно. Можно делать в какой-то хорошей компании. Полную свободу дает только собственный какой-то бизнес. Нужно пробовать. Я бы сказала, что мне очень много дал Тутбай. Мне кажется, очень важно пойти вот работать в правильную компанию. Наверное, это может происходить в университете, где тебе не будут мешать, тебе будут помогать, будут создавать для тебя какие-то среду, в которой ты можешь что-то пробовать, не бояться. Потому что тут важно получить этот опыт. Типа попробовал, и получилось, и ничего страшного не произошло, мир не разрушился. Потому что такие пробования все равно, это очень большой стресс на самом деле. Тут нужно просто получить вот этот навык позитивного подкрепления, что нет ничего страшного, ты можешь попробовать, у тебя получится, и все дальше будет хорошо, мир дальше не разрушится. Вот, наверное, так. Там еще есть питание. Спасибо, Дарья, за выступление. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, ваш продукт, как-то можно привязать к образованию? Нет. Можно было бы сказать, что я скажу, у каждого, то есть мы помогаем бизнесам добавлять о себе информацию на различные онлайн-сервисы, там на Google карты, Яндекс.Карты, там Facebook, там Instagram и так далее. То есть, конечно, каждый, в том числе и учреждение образования, должно добавить о себе информацию. И там, если кто-то пишет отзывы, хорошо было бы их читать вообще, там, или какие-то вопросы задают, узнавать, что там люди спрашивают, как-то отвечать им. Но я бы сказала, что для учреждения образования это, наверное, просто не самое главное. То есть, где там найти какую-то школу, вот если там у тебя есть 10 парикмахерских в твоем городе, ты заходишь на Google карты, и тебе важно, чтобы вот парикмахерская там была, ты мог там почитать на нее и так далее. Но все-таки школы, университеты по-другому люди выбирают, они, скорее всего, там прописаны в каком-то районе или выбирают какую-то определенную специальность. Поэтому нашим продуктом могут пользоваться учреждения образования, но это не что-то очень важное для их жизни. Намного более важный для жизни наш продукт для компаний, которые оказывают услуги в сфере услуг, там какие-то в сфере торговли, вот такого плана. Дополнительное образование? Нашим продуктом может пользоваться любая компания, которой нужно привлекать к себе клиентов и которая хочет работать с обратной связью своих, назовем это, клиентов, там, отвечать на их вопросы, читать отзывы и так далее. Но в большей степени мы помогаем тем компаниям, которые ориентированы на какой-то коммерческий результат. То есть я просто не думаю, что сейчас там школы или даже там... скажем, коммерческое какое-то образование, наверное, оно конкурирует каким-то образом за, назовем это, клиентов в виде учеников. И в таком случае, да. Спасибо. Так, Дар'я, яшчэ одно пытанне такое. Вы казалі пра Executive MBA, да, і ўсё ж такі Executive MBA гэта больш пра фундаментальныя веды, да? Ці гэта ў вашым выпадку было нешта больш прыкладное? Як вы ўвогуле ставіцеся не да практычнага, не да практычнай адукацыі, а такой больш шырокай? Я бы сказала, что Executive MBA – это очень практическое образование. То есть я училась на программе, которая была совместная программа белорусского ИПМа и университета Казминского. Мы часть времени учились в Минске, часть времени ездили в Варшаву.
Это программа, которая позволяет получить образование именно для управленцев, для менеджеров. Я бы сказала, что есть смысл туда идти с каким-то небольшим опытом руководства, но не очень капитальным. То есть у нас на Executive MBA мы детально разбирались там в финансах, там в управленческом учете, там в мотивации там сотрудников, в каких-то юридических вопросах. То есть бизнес это тоже не только такой фрирайд, как бы тебе нужно много чего знать, много как бы понимать, как должно устроено. То есть я понимаю, что бизнес это как бы не математика, не такая теоретическая наука, но там тоже есть много полезной теории и какой-то практики. И я, как отличница, конечно же, должна была пойти и получить какие-то самые лучшие знания, чтобы эти знания могли помочь моей компании. И мне они очень как бы помогли на том этапе. То есть я за тех руководителей в бизнесе, которые постоянно чему-то учатся, потому что любое образование, оно тебе помогает уже на этапе как бы собственного бизнеса, оно помогает немножко отстраниться от твоей рутины и постараться со стороны посмотреть, ну что ты там вообще делаешь. Может, можно как-то делать по-другому, потому что тут главное, чтобы тебя не затянуло в какую-то рутину, типа, почему вы так делаете, мы так всегда делали, и поэтому мы так еще всегда будем долго делать, и периодически переосмысливать, что вы делаете вообще, зачем, и что можно там улучшить. Вот Executive MBA мне очень в этом помог. Но это был очень тяжелый опыт, потому что это 1,5 года очень интенсивного обучения, конечно, совмещать очное образование на MBA и бизнес было очень тяжело, потому что я каждый день, я тогда еще полдня работала на старом проекте, полдня на новом, а потом после 6 вечера до 10 еще шла учиться на свой MBA, и все выходные у меня был один выходной раз в 2 недели, одно воскресенье, неделю через неделю. И, конечно, через 1,5 года такой вот темпа, ты понимаешь, что у тебя вообще времени безграничное количество, когда ты убираешь оттуда MBA. Причем можно еще 3-й бизнес начинать. Ці ёсць у вас направак з карпаратыўнай сацыяльнай адказнасцю нейкай, штосьці вы робіце ў гэтым накірунку? Я бы сказала нет. Мне кажется, что вот стартапы, такие как мы, тут важно помогать, что они могут помогать другим только во всем, что не связано с деньгами. Потому что когда ты берешь вот когда ты уже прибыльная компания, да, у тебя есть какая-то прибыль, и ты сам волен ей распоряжаться так, как ты хочешь. Но когда ты берешь у кого-то инвестиции на развитие бизнеса, ты не можешь часть их инвестиций потратить на какие-то некоммерческие проекты. То есть мы на свою какую-то корпоративную социальную ответственность смотрим таким образом, что вот когда у нас есть возможность где-то выступить, поделиться своими знаниями, организовать какой-то вебинар, и то, что это требует от нас, то только наше время там, и желание, тогда мы это делаем, но вот на данном этапе мы пока как бы не можем кому-то помогать финансово, скажем так. Ну, то бок інфармацыйна з падлеткамі, са школьнікамі вы больш-менш готовы ўзаемадзейнічаць? Я выступала несколько раз на мероприятиях для школьников, да. Добра, дзякуй. Можа, ёсць яшчэ пытанне ў кагосьці? Ты со школы что-то позитивное можешь возгадать? Тебе школа помогла, вот выбор профессии, как ты поступила вот этот Наргаз. Ты мог быть там наставник, який бы тебе сказал, что можно же бизнес замутить свой стартап, как ты лечишь? Вот. Прикину, теоретично могло бы такое быть? Ты пошла, типа, подумала все равно, не, я буду отличницей, я буду выдать. Какое дело свое замутить? У меня, кстати, очень позитивный школьный опыт, на самом деле. Вот у меня какой-то негативный, наверное, чуть большой университетский опыт. Я училась в Гомеле в 51-й школе, и у нас не во всех школах есть экономика, но вот у нас была, и мы ездили я была победительницей всяких областных и республиканских олимпиад по экономике, и это было очень круто, вообще нереально круто, потому что мы там еще детьми читали, какие-то такие фундаментальные книжки, там, МакКоннелла и Брю какого-нибудь, которые там в университетах все проходят. Мы себя чувствовали очень взрослыми, мы там делали бизнес-планы свои, разрабатывали, у нас были какие-то отдельные сборы, и это была очень вовлекающая движуха, то есть для нас это было супер. И после школы я пошла в Гомельский городской лицей номер 1. Это вообще лучше. Я мечтаю, чтобы мои дети учились в таком лицее, как я училась в лицее нашем номер 1.
Потому что это был физико-математический лицей, и там учились, ну, туда было очень непросто поступить, и там учились, во-первых, очень важное окружение, были очень классные дети, то есть если я в школе была такой звездой, то туда я пришла, и мой уровень звездности резко понизился вообще до уровня примерно 0, потому что я там закончила с красным дипломом школу, а там я там еле на 6 математику дотягивала. И в чем было вот наш лицей, в нем было так построено образование, нам вообще почти никогда не задавали домашние задания или там не проверяли их, и вообще не было какого-то вот такого контроля. У нас была у всех, вот был какой-то очень классная такая соревновательная среда, очень высокий стандарт, что ты должен там... Было очень круто, если ты... Вот, Гомельский лицей, если ты поступил в Минск, это очень круто. Если ты поступил куда-то в Москву, это еще более круто. И все как-то были очень объединены этой цели, понимали, что вот, ну, это, может быть, лицей так вот в мою голову заложил, что нужно очень хорошо учиться, чтобы чего-то добиться в жизни. Вот такая была идея. Потом она немножко развенчалась как бы в университете. Но... У нас был супер, мы были объединены идеей того, что нужно хорошо учиться. Мы там нам по математике приносили эти книжки, мы их там прорешивали от и до, и на переменах обсуждали, как нужно решить какую-то там задачу, и мы были очень вовлечены. У нас были супер классные преподаватели, которые нам придумали какие-то конкурсы, как нас там хвалили. Ну, не знаю, были очень классные дети, очень классные учителя, очень такая атмосфера, что тебя не нужно заставлять, ты сам знаешь, что тебе нужно хорошо учиться для того, чтобы твоя жизнь дальше сложилась. И, ну, вот я, не знаю, я бы даже поехала в Гомель, чтобы отдать своих детей в Гомельский лицей, но это не точно пока.